Друзья, приветствую вас на своем канале. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Кровавое нападение перед входом в больницу. Мужчина ударил ножом охранника и тяжело ранил его. Инцидент произошел в городской больнице города Изола, что на побережье Словении. 61-летний мужчина ударил перочинным ножом охранника возле больницы после того, как охранник вывел его из приемного отделения. В результате нападения серьезно пострадал охранник. Полиция выяснила, что 61-летний мужчина родом из Изолы подрался с охранником, который ранее вывел его из помещения больницы перед приемным блоком больницы. В ходе драки оба упали на землю, после чего мужчина ударил перочинным ножом 53-летнего охранника. Охранник получил тяжелые ранения, но, слава богу, его жизни ничего не угрожает. Полиция ведет в отношении нападавшего досудебное расследование в связи с преступлением, которое причинило тяжкие телесные повреждения. К сожалению, здесь, как всегда, не указывается, из-за чего разгорелся конфликт. И в целом словенцы очень мирный народ, и обычно все решается мирно, тихо. Но все-таки советую вам никогда не начинать вести себя агрессивно. Потому что какими бы ни были тихими, мирными словенцы на первый взгляд, но вы никогда не знаете, что может оказаться у этого человека в кармане. Престижная американская награда Aftermath Project обычно присуждается за фотодокументацию и устранение последствий войны и редко покидает американскую территорию. В этом году издание впервые отправилось в Европу, и награду получил молодой словенский фотограф Йошт Франко. Его фотоработы посвящены войне, которая началась с распадом Югославии. В своих фотографиях он показывает, как война повлияла на людей и как она отразилась на их лицах. На этой неделе ритейлер решил снять с продажи и вернуть клиентам деньги за проданное альпийское молоко. Вот как раз нашла у себя в холодильнике. Изымают молоко сроком годности 24 и 25 июня 2023 года. За это ответственен сетевой магазин Lidl. Они обещают вернуть деньги даже без чека тем, кто успел купить это молоко. Ритейлер говорит, что это молоко может скиснуть из-за микробиологического дефекта. По сути говоря, после того, как вы выпьете это молоко, вам может стать очень плохо. И еще говорят, что на нем должна стоять маркировка L6. Вот, кстати, у меня стоит маркировка L6, правда, срок годности до 29 июня. Значит, оно, в принципе, должно быть нормальным. Последняя шокирующая новость пришла из Бежеградской гимназии. Это очень престижная гимназия, куда хотят попасть многие ученики после школы. Но нужно учиться очень хорошо, чтобы пройти в эту гимназию. И дети некоторых моих знакомых, которые учились прекрасно, которые сдали очень хорошо экзамены, ходят в эту гимназию. И вот в этом году был выпускной вечер в этой гимназии, и на этом вечере ученики засняли своего учителя, нюхающим в туалете кокаин. Бежеградская гимназия уже подтвердила этот инцидент. Насколько мне известно, этот учитель не является гражданином Словении. Он приехал из другой страны и учился здесь, в университете Любляны. И потом проходил практику в этой гимназии и преподавал английский язык. На самом деле говорят, что учитель был очень даже приличный с виду, на уроках вел себя хорошо, и никогда никто не мог подумать, что он может употреблять наркотики. Сейчас, конечно же, разразился большой скандал, учителя отстранили от работы и будут проходить дальнейшие проверки. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, комментировать и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!